Он уходил, она вслед кричала: не уходи, давай начнем все сначала. Я без тебя больше жить не могу, я без тебя с ума сойду. Он уходил, она вслед кричала: не уходи, давай начнем все сначала. Я без тебя больше жить не могу, я без тебя с ума сойду. Он уходил, она вслед кричала: не уходи, давай начнем все сначала. Я без тебя больше жить не могу, я без тебя с ума сойду. Саламатсыз, Герман Шулдер, Отровой. Мен ұлғамын сені. Мен 2 балам бар. Жақсы, абдан тура келіпсің. Біздің Борборға ақсы келешкері Борбор атылап біздің Борбор. Азыркы кыркасының мыйзам талаптарына ылайык сен 2 балаң сот органдарына кайрылып, ошол жолдошкан 30% өлчөмүндө алимент кыттырганга толук укугуң бар. Өзүң иштейсиң, иштебейсиң бирге? Жок, иштебейм. Иштебейсиң, үйдө отурасың. Бала Балдарым жаш. Мындай учурда Кыргыз Республикасынын мамлекет кепилдигини юридикалык жардам жөнүндө мыйзам талабына ылайык 8 беренесине ылайык силерге сага мамлекеттин эсебинен биз адвокат дайындайбыз. Азыр туура биз координаторго алып кирейли, ошол координатор сага чечим чыгарып берет, адвокат дайындап, адвокат менен иштешесиңер. Gelin, olmaz. Erman Sabikovic, жаранды иш боюнча адвокат дайындаш керек. Sizin masaleniz тугайлы биринчи, эмне маселе болчу? Менин 2 балам бар. Жолдошум экөөбүз жашабай калганбыз. Ошол 2 балама алимент төлөбөйм деп. Азыр могу сизден арыз алып калам. Ошол арыздын негизинде координатор чечим чыгарат. Чечим негизинде адвокат дайындалат мамлекет тарабынан. Анан ошол бүгүндөн баштап сиздин ишиңизди ошол адвокат алып барат. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано, и я все помню. Луч солнца покидает большую планету мою. По статистике, в Кыргызстане разводятся более 10 тысяч семей. В результате разводов около 15 тысяч детей остаются без одного из родителей. Центром по координации ГГЮП, территориальным управлением юстиции за отчетный период 2020 года консультационно-правовая помощь оказана 51 286 лицам. При этом число консультаций составило 522 891,
а по алиментам было зарегистрировано 5331 граждан. Как быть детям, оставленным родителям без содержания? Ведь бывают же недобросовестные родители, которые добровольно не оказывают материальную помощь своим детям. После развода одинокая мать с годовалым ребенком оказывается в безвыходной ситуации. Выходить на работу и самостоятельно зарабатывать средства для выживания она, естественно, не сможет, так как ребенка не с кем оставить. Получить платную услугу адвоката – это дорого. Вот в такой ситуации система гарантированной государством юридической помощи помогает населению. Мен bundan 2 жыл алдым юридикалық клиниканың мүшесі болғанда абдан қалағанмын. Жана бүгін ушул кыялым ишке ашып отурат, мен буга аябай кубанычтамын. Биз келечектеги юристтер жарандарга жана коомго жардам бергенге дайыма даярбыз. Жана оюнга катышкан башка студенттерге ийгилик каалайм. Мы очень рады, что участвуем в квиз-игре. Во время подготовки к игре мы много чему научились. Спасибо организаторам, а также желаем всем участникам успехов. С уважением, команда Юрлига! Хоть порой все это не просто понять, я могу тебя в эту секунду. Наша юридическая клиника КРСУ существует с 2001 года и приняла более 2000 клиентов. Помимо оказания безвозмездной юридической помощи населению, наши студенты также преподают в школах города Бишкек в целях повышения правовой грамотности молодежи. Наша миссия – к верховенству права через обучение и практику. Наша юридическая клиника создана для достижения двух целей – обучение профессиональным навыкам и этике посредством применения интерактивных методов, содействие решению социально-правовых вопросов уязвимых слоев населения города Бишкек и Чуйской области и формирование у студентов чувства социальной ответственности. Юридическая клиника КРСУ единственная в Кыргызстане, которая реализует два направления – клиника повседневного права, клиника общего права. Согласно статье 11 Закона Кыргызской Республики о гарантированной государством юридической помощи, консультационно-правовая помощь предоставляется соответствующими должностными лицами государственных органов, помощниками адвокатов, коммерческими и некоммерческими организациями, юридическими клиниками и физическими лицами. В нашем флешмобе в рамках межвузовской квиз-игры «Гарантированная государством юридическая помощь. Знай свои права», организованный общественным фондом «Человек, право, свобода», национальной сетью за развитие ГГЮП в Кыргызстане при поддержке правовой. Предлагаю послушать отрывки из карточек клиента, заполненные нашими студентами за время обучения из серии «Нарочно не придумаешь». Клиенту поручено сходить в госрегистр и узнать, кто является собственником дома этажом выше. Ее дочь с зятем проживают в доме с матерью зятя и ее отчимом. Обратился клиент с вопросом, может ли пройти эту статью без конфискации имущества. Клиенту было разъяснено, что супруга старшего сына свекрови клиента имеет право обратиться в суд. Деньги, было посоветовано, не отдавать потерпевшей стороне, а лучше нанять адвоката для защиты прав и интересов клиента. Клиентка обратилась со следующим вопросом. До какого времени ее соседи сверху могут шуметь? Так как клиента я встретила на улице, мне пришлось на том же месте ему отказать. И поэтому ниже вместо подписи клиента нет подписи клиента. Гражданка обратилась с вопросом. Меня вызвали в РОВД. Почему? Клиент обратился со следующим вопросом. Как можно защитить имущество от сожительницы? Клиент обратился с вопросом. Отличие внештатного адвоката от адвоката на полставки. Так как клиентка не приходится женой, то она имеет права на наследство, поэтому клиентке стоит подождать 15 лет и получить честь квартиры.
Имеет ли право участковый вмешиваться в жизнь клиента, который носит вымогательный характер? Қайтамын ғана ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүріпті. Қадырын тұйып арықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам ей. Нашта ізі қалған қырғызымдың бірін жеттің ауызға, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намызға, бір-бірін даңғалашпа. Арнаған ғана ей, жеріме чында өшпес емгекті. Батырлар ғана ей, байырдан құрып тышты елдешті. Намысын биік сақтаған ел, дәмішілік тыңдап жүріпті. Қадырын тұйып барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам ей. Нашта ізі қалған қырғызымдың бірін жеттің ауызға, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намызға, бір-бірін даңғалашпа.
хотела бы поприветствовать всех участников квиз-игры.